Идеалы и ценности, закрепленные в основном законе республики, прошли проверку временем, доказали состоятельность. Они способствовали и способствуют становлению институтов гражданского общества, сбережению этнонационального единства и межконфессионального мира, самобытных культур, языков и духовных традиций народов, что в очередной раз доказало и празднование Дня народного единства в год родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане. Памятная дата исторически связана с освобождением Руси от польских интервентов. Во главе ополчения стояли Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. По ряду источников национальный герой России Кузьма Минин был этническим татарином Киришой Минибаевым. Владимир Путин говорил об этом в одном из своих выступлений. Праздник народного единства посвящен освобождению Москвы ополченцами, а во главе ополчения стоял татарин этнический. Это было так удивительно, как же так? Ну, это потрясающе, он собрал деньги, все свое имущество отдал практически для того, чтобы собрать ополчение. Князя призвал, во главе ополчения поставил фактически. Собрал деньги, понимаете, для спасения России. Владимир Владимирович, на мой взгляд, не случайно сказал о том, что Минин татарин, подчеркивая полиэтничный характер патриотического праздника. По сути, он должен объединить всю Россию. Знание о народах многонациональной страны, об их истории, быте и культуре всем нам добавляет не только интеллекта. Эти знания нам дают нечто большее – уважение друг к другу. Отсюда вытекают все основные моральные правила любого человеческого общества. Это дружба, единство, мир, принятие и согласие. То, для чего в России был выделен отдельный день в календаре. Как живут народы в самом многонациональном регионе страны? А в Татарстане на протяжении веков мирно сосуществует 173 народа, представители всех религий и различных конфессий.